Вот эта вот гостиница Анизов, когда можно было бы вот это помещение использовать для наших пограничников? Конечно, конечно. На контрольном пункте Чангар на границе с Крымом бывший руководитель запрещенной в России экстремистской организации Меджлис Мустафа Джемилев возле штаба аскеровцев предлагает постпреду президента Украины в Крыму Антону Кореневичу конфисковать гостиницу, которая принадлежит Сейтумеру Ниметулаеву. Якобы она нужна украинским пограничникам. Ниметулаеву разбирает Николаевский зерноток. Уже снято 8 плит. Сейчас разобралась крыша. Вызвали 102, выясняем обстоятельства. Рейдерские захваты продолжаются и на сельхозпредприятии, принадлежащей жене Сейтумера Ниметулаева, Надие. По данным Алексея Журавка, банда Ислямова вывезла сельхозтехнику в неизвестном направлении. А это КАМАЗы, трактора, сеялки и другая техника. Были украдены станки и инструменты. Даже умудрились повырывать с корнями токарные станки. Негодяи Джемилев и Чубаров организовали травлю, захват предприятий, кражу имущества, рейдерские захваты зерновых и покос не ими посаженного урожая. Бандиты вырезали свыше 500 баранов, не пожалев даже овцематок с ягнятами. Не буду описывать те преступления, которые эти негодяи натворили в этом регионе. Ранее я об этих ужасах писал и продолжаю писать. Могу только одно сказать, как этих негодяев земля держит. Весной этого года из автомата расстреляли и автомобили частной охраны агропредприятия «Чангар», которое также принадлежит Надие Ниметулаевой. Вооруженные люди без каких-либо объяснений расстреляли 3 автомобиля охранного агентства «Азов», которое нанял мой клиент для охраны его недвижимого имущества предприятия «Чангар». По словам адвоката, представители Айдар и Аскер избили 3 сотрудников охранного агентства. Полиция на этот инцидент не отреагировала. К сожалению, в Геническом районе правоохранительные органы, это Геническ, прокурор района, СБУ района, начальник милиции района полностью были подвластны Меджлису, практически АТРу, потому что Херсонская область, как приграничный район и область, временное правительство Крыма там. Военный прокурор Крыма, Гданов там. Полностью команда была Порошенко, поддерживает их, все, что они скажут, делать. Вот это все происходило. Сложнее всего оказалось Надие Ниметулаевой. Она до сих пор управляет фермерским предприятием и обеспечивает местных жителей рабочими местами. Уже несколько лет продолжают поступать угрозы в ее адрес. Одним из недоброжелателей оказался инициатор акции «Гражданская блокада Крыма» Ленур Ислямов. Ленур Ислямов появился в хозяйстве Чингар, которым я с 1995 года был избран председателем этого хозяйства. Встретился с моей супругой. И ей говорит: Надя, ты 50% отдайте мне, я буду крышей. Ну, Надя Апте, видимо, так объяснила, что тут его никакой собственности нету, никакого отношения к хозяйству не имеет, и ему отказала. С этой минуты пошли уже все гонения. Сейчас Надия Ниметулаева в судебном порядке пытается вернуть свое имущество. После президентских выборов на Украине закон на ее стороне. И уже начались аресты представителей незаконных бандформирований. Приезжает группа, арестовывает этих, которые убирают. Они успели 250 гектаров убрать. Около 2000 тонн пшеницы уже вывезли. Люди почувствовали потепление, я почувствовал. При Порошенке мы бы этого никогда бы не добились. Наблюдатели полагают, что сохранять свой бизнес семье Ниметулаевых помогает поддержка 12 тысяч крымских татар, проживающих в Геническом районе. Кроме того, Сейтумер много лет руководил районной администрацией и оставил о себе добрую память.